Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Глава региона Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Нерюнгринский район. Запущен телемарафон «Наше наследие. Башня Манчары» для сбора средств на реставрацию башни. Первые иностранные прививочные туристы прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве. Стоимость такого тура доходит до 270 тысяч рублей. На сегодняшний день выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 36 случаев, в Алданском районе 7, Мегино-Кангаласском районе 6 случаев, в Нерюнгринском районе 3, в Мирнинском, Татинском, Чурапчинском районах по 2 случая, в Амгинском, Ленском и Миконском, Усть-Алданском районах по 1 случаю. А в случае дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 региональные власти рассматривают вопрос усиления ограничительных мер. В связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической обстановки сейчас принимается решение о введении ограничительных мероприятий по проведению массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и на первомайские праздники. Данные ограничения будут введены в тех муниципальных образованиях, где зарегистрирован повышенный рост заболеваемости. Всего же за сутки лабораториями республики проведено 1628 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 миллион 32 тысячи 722 теста. По состоянию на сегодня в республику поступило всего 113 тысяч 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 92 тысячи 951 человек, в том числе за сутки 3016. Вторую вакцинацию получили 54 тысячи 449 человек, в том числе за сутки 289. Из числа вакцинированных 21 989 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию. Вторую вакцинацию 12 357 человек. Тем временем в целом по стране более 8 миллионов человек вакцинировались от COVID-19, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава России. Растущие объемы вакцинации населения от коронавируса дают возможность думать о скором снятии ограничений, подчеркнула она. В ходе выступления министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что пандемия стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения и обусловила негативные демографические тенденции. От пандемии в мире Между тем, первые прививочные туристы из Германии прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Ви» в Москве. Некоторые туристы рассказали, что были приятно удивлены быстрым процессом вакцинации. Ханс Бланк, оператор туристического агентства «Азуро», сопровождающего туристов, рассказал, что приезда в Россию для прививки ожидают около 500 человек. Стоимость прививочных туров, включая цену вакцины, варьируется от 1 до 3 тысяч евро. Согласно немецкому институту Роберта Коха, обе прививки от коронавируса получили 6,4% населения Германии, а одну дозу 18,5%. Так что для меня наиболее удобным по времени вариантом была вакцинация спутником. Я изучал этот вопрос, и, на мой взгляд, спутник – одна из лучших доступных векторных вакцин. Я думаю, что около 50 стран уже признали ее, поэтому мое мнение основано не на позиции властей Европейского Союза, а на технической квалификации вакцины, на мой взгляд. Айсен Николаев отправился в рабочую командировку в Нерюнгринский район. Первое поселение, которое посетил глава республики, это Иенгринский Хевенкийский национальный наслег. А здесь Айсен Сергеевич осмотрел котлован, который был вырыт под строительство нового многоквартирного жилого дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава поселения Ольга Игнатенко объяснила, что на данный момент возникла проблема с застройщиком, который остановил работы. Вопрос с новым подрядчиком пока остается открытым. После этого главу встретили в школе-интерната имени Василевич. Там состоялась встреча с жителями Иенгры, которая прошла в формате открытого диалога. А в заключении Айсен Николаев вручил нагрудный знак «Почетный отец Республики Саха-Якутия» главе семьи Юдинцевых, в которой воспитывается 14 детей. От общественного движения «Юные оленеводы» был подготовлен творческий номер и подарок – колокольчик, отгоняющий злых духов.
А далее по программе состоялась встреча с железнодорожниками в поселке Беркакит. Работники железной дороги задали наболевшие вопросы о необходимости строительства новых очистных сооружений, дополнительной резервной линии 110 киловатт для электроснабжения жилья и социальных объектов, расширении провозных способностей в связи с увеличением добычи угля и рекультивацией территории поселка после сноса ветхого и аварийного жилья. Приняты меры по решению проблемных вопросов с обращением с твердыми коммунальными отходами в Алданском и Нерюнгринском районах. В целях эффективности реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами южная зона деятельности региональных операторов по обращению с ТКО будет разделена на Алданскую и Нерюнгринские зоны. Напомню, в декабре прошлого года Министерством ЖКХ Республики были приняты соответствующие корректировки при актуализации территориальной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО. И на сегодняшний день объявлен конкурсный отбор по определению региональных операторов Алданской и Нерюнгринской зон. Срок завершения конкурсного отбора – 27 апреля. 7 общественных пространств в Якутии вошли в число лучших практик благоустройства прошлого года в России. Конкурсная комиссия отобрала 117 лучших практик по благоустройству общественных территорий из 40 субъектов страны. Якутию в этом списке представили Центральная площадь в Жатае, сквер Ямщиков и озеро Талое в Якутске, сквер по улице Ленина в Алдане, набережная в Покровске, городской парк в Нюрбе и сквер Эйе в селе Бердигистях, для которого был разработан собственный дизайн-код. Каждый проект для нас, он уникален, и мы вкладываем туда все свои силы, творчество, талант. Например, очень мощно сейчас у нас продвинулись команды малых городов. Здесь самое важное во всем этом процессе – это управление и эксплуатация. То есть мало запроектировать, мало построить. Важно наладить в городах команды, которые будут нацелены на управление такими территориями. Более 2 миллионов рублей требуется на реставрацию башни Манчары 19 века в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Департаментом республики по охране объектов культурного наследия был запущен телемарафон «Наше наследие. Башня Манчары» для сбора средств. Сюжет с Аргаланы Неустроевой. Башня Манчары наряду с известной надвратной башней Якутска является одним из самых важных объектов культурного и архитектурного наследия якутского деревянного зодчества. Сейчас этот памятник буквально грозит рухнуть и навсегда кануть в лету. По республике, в общем-то, у нас объектов культурного наследия это более 2000, да, это вместе с археологическими памятниками. А так памятников деревянного зодчества, скажем, да, у нас в основном это деревянное зодчество, каменных не так много, ну где-то порядка, наверное, 800 у нас имеется. Ну а, скажем, вот именно вот такого башни оборонного значения, да, их сохранилось очень мало. Башня была построена еще в XIX веке. Для сохранности ее перевезли на территорию краеведческого музея села Майя. Однако даже это не защитило постройку от разрушения. Башня Манчары – памятник федерального значения. По республике таких объектов осталось всего 8. 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест, который отмечает вся краеведческое общество народов мира, мы будем проводить телемарафон под названием «Наше наследие. Башня Манчары». И этот телемарафон подразумевает, что мы собранные средства направим на восстановление, реставрацию одного из самых знаменитых и видных объектов культурного наследия нашей республики. Засилием безликих панельных домов очень важно сохранение оригинальных архитектурных построек и с точки зрения экономики и туризма. Так, например, любой туристический маршрут Якутска начинается все с той же надвратной башни, что уже говорит об интересе приезжих к историческим объектам. Предлагаем, вот после реставрации, там он стоит на территории музея в селе Майя, да, чтобы здесь была своя экспозиция. Ну, скажем, времен Кыргыз-Уэта, скажем, да, вот какие-то атрибутики здесь вот могут быть вполне и даже очень интересны для туристов, которые будут приезжать сюда, смотреть. Проект «Сохраним памятники» был инициирован еще в 2019 году главой республики Айсеном Николаевым. С тех пор удалось восстановить 30 памятников разной эпохи. Участие в телемарафоне уже принял и председатель правительства Андрей Тарасенко. Пожертвовать любую сумму может каждый. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск.
В Якутске проходят отборочные соревнования «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Якутия стала регионом-соорганизатором этого отборочного этапа сразу по нескольким компетенциям, в том числе по ювелирному делу и 3D-моделированию игр для компьютерных игр. Конкурсанты из 55 регионов страны будут бороться за право участия в финале национального чемпионата WorldSkills в столице нашей республики. По итогам жеребьевки регионов ожидается приезд 311 участников. И сегодня в колледже связи имени Дудкина проходят первые состязания по разработке мобильных приложений, а также по графическому дизайну среди юниоров. Основные задачи участников в целом, по компетенции, это разработка на две платформы iOS и Android на различные типы устройств. Задание у участников разработать приложение для заказа еды на дом. Напомним, сборная Якутии соревнуется по 90 компетенциям. Победители отборочных этапов получат уникальный шанс участвовать в финале 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в июле в Башкортостане. В культурном центре Северо-Восточного федерального университета «Сергеляхские огни» сегодня открылась выставка под названием «Союз резца и кисти». Персональную выставку представили скульптор Афанасий Романов и живописец Валерий Бессонов. Члены Творческого союза художников республики представили несколько своих произведений. Валерий Бессонов – потомственный казак, историк, художник с очень своеобразным своим языком в искусстве, присущим только ему одному, но он начал заниматься живописью с 1977 года. В культурном центре «Сергеляхские огни» он выставил около 60 своих работ. Вот это мои первые работы вообще. Они были посвящены этнографии. Так как моя мать, это моя вот первая работа, это и вторая, это рассказывала моя мать. Ну как она, в общем, маленькая была. Она дочка Улуса головы Самсонова, Сантарского Улуса. Ну, до революции, естественно. Кузнец – человек, подчиняющий себе металл. Он уже не работает в закопченной кузнице, где только щипцы, молот и наковальня. В ленских авторемонтных мастерских действует современный кузнечный цех, в котором больше 20 лет трудится Сергей Пилипенко. Его молотом выковано 1000 деталей для производства. Как ему работается с горячим железом, посмотрела наша съемочная группа. В этом помещении шумно и жарко. Здесь работает кузнец Сергей Пилипенко. Большинство заготовок у нас уходит на механический участок. Мы туда делаем и заготовки для резцов, заготовки для каких-нибудь исполнения деталей, подпятники гнем, как бы так. Немного делаем инструмента для слесарей, молотки, кувалды, монтажки. Также водителям делаем необходимый для них инструмент. Пара движений, и Сергей легко придает стали утонченную форму завитка или идеальный прямоугольник для молота. Чтобы работать кузнецом сегодня, не обязательно иметь особые физические данные. Ручной молот заменил пневматический. Один его удар равен сотням килограммам. Работа не начнется без растопки горна. В нем всегда нужно поддерживать определенную температуру. За один рабочий день уходит 40 килограммов угля. Чтобы работать с железом, его надо растопить до цвета горящей свечи. Температура ковки металла начинается от 1250. Но, соответственно, чтобы до этой температуры его разогреть, надо, чтобы в горне была температура больше. По цветам коления у нас кончается 1500-1600. В работе Сергея есть место и творчеству. Иногда поступают необычные заказы. Лавочки и уличные кашпо летом украшают территорию Алмаздорутранса, напоминая о ручном труде кузнеца. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Ну а к этому часу пока все новости. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. До встречи в эфире.